Мы провели этот опрос в режиме онлайн. В Google опроснике мы провели. Репрезентативность у нас составила 200 человек. Ну, честно говоря, когда уже опрос заканчивается, ты уже видишь свои ошибки. Естественно, любой опрос нужно закрепить обязательно методом интервью. У нас этого не хватило, потому что у нас и времени не оставалось. И я считаю, что мы охватили неплохую аудиторию, 200 человек, это неплохо. А выборка какая была? Кого вы опрашивали? Срез был до 35 человек. Нам было... Вот школьников у нас мало, да? До 35 лет. До 35 лет, да. До 35 лет и 200 человек, да? За 200 мы опросили. Да. Ну, и можно, честно говоря, вот уже в дальнейшем расширить границы этого опроса. Ну, можно сказать, что мне было очень интересно вот ответы. Вот когда анализируешь, обрабатываешь анкеты, вот очень интересные ответы давали ребята, между прочим. Ну, единственное, да, не хватает вот при написании аналитического текста, вот не хватает вот именно метод интервью, потому что метод более интервью подробный. Больше дает. Как моя практика показала, этот онлайн-опрос, анкетный опрос, ребята, особенно молодежь, любит приукрашивать действительность. Потому что кто-то не мог знать, кто такой, например, скажем так, Герзмава или Алиса Гинзба. Они могли не знать, а у кого-то спросили, они галочку поставили. Это практика показала, это я знаю. А вот метод интервью уже сразу изучаешь настроение респондента, характер респондента, знания респондента, и все-таки вот это психологически, да. Я думаю, что если есть планы продолжить, как раз и можно было бы восполнить этот пробел, о котором вы сейчас говорите, что не хватает Конечно, интервью. я уже вижу свои ошибки. Я уже, как говорится, частично ознакомилась с историей Абхазии.